Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на очередном собрании членов Республиканского методического объединения руководителей общеобразовательных организаций, которое будет сегодня посвящено проблемам сельской, в том числе и малокомплектной сельской школы. И хотелось бы напомнить вам, что тематика собраний была сформулирована на основе ваших запросов, ваших заявок, которые вы подали ровно год назад при формировании Республиканского методического объединения руководителей общеобразовательных учреждений. И хотелось бы еще раз обратиться к вам с просьбой о том, что мы готовы выслушивать ваши заявки, ваши предложения и ваши вопросы для того, чтобы наполнить еще наши встречи содержанием этих вопросов, которые вас более всего волнуют. То есть можно будет посылать их в адрес методического объединения для того, чтобы мы включали в повестку дня следующих наших собраний. А сегодняшнее наше собрание, как еще раз напомню, посвящено вопросам сельской школы. И прежде всего мы передаем слово школе Удорского района, Йодвинской средней общеобразовательной школы. Знакомимся с опытом работы малокомплектной школы. Итак, Ирина Анатольевна, директор Йодвинской средней общеобразовательной школы Удорского района. В жизни можно по-разному жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть, вовремя спать, вовремя делать гадости. А можно и так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обнаженной солнце достать и подарить его людям. Мы рады приветствовать вас в Йодвинской средней общеобразовательной школе Удорского района Республики Коми. Сегодня это не просто школа, а образовательный центр поселка, обеспечивающий получение общего образования на всех уровнях. Педагогический коллектив школы состоит из высококвалифицированных профессионалов. Мы креативные, готовые всегда к саморазвитию и самосовершенствованию, уважающие мнение обучающихся, легкие на подъем, умеющий легко переключаться с одного вида деятельности на другой, стильный, современный, сильный духом коллектив единомышленников. Несмотря на то, что в школе обучается и воспитывается 57 учащихся и воспитанников, жизнь в нашей школе разнообразна и насыщена. У нас созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Спортивная база школы оснащена современным спортивным оборудованием и инвентарем, позволяющим реализовывать требования государственного стандарта. Действенность здоровьесберегающей среды обеспечивается реализацией следующих условий: функционирование школьного спортивного клуба «Прометей», наличие здоровьесберегающего пространства, ежедневная утренняя зарядка учащихся. Современно оборудованная столовая обеспечивает полноценное питание в школе, предлагая необходимый ассортимент холодных и горячих блюд собственного приготовления. Огромное значение в школе уделяется качеству проведения уроков, созданию доброжелательной атмосферы в классе, что позволяет ребенку чувствовать себя комфортно и уверенно. Чем же уникален учебный процесс на разных уровнях? Дошкольники занимаются по программе «От рождения до школы». Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Особенностью образовательного процесса начальной школы является обучение в класс-комплектах. Возможность детей разных возрастов общаться друг с другом, обучаться в тесном сотрудничестве приводит к особым отношениям, напоминающим модель большой семьи. Отношения между педагогами и учениками здесь ближе и теплее. Планирование учебно-воспитательного процесса сориентировано на совместную деятельность с учетом возрастных возможностей детей каждого класса и имеет ярко выраженную гуманистическую и личностную направленность. В основной и средней школе учащиеся осваивают опыт исследовательской деятельности и проектирования. Все учебные кабинеты оборудованы на современном уровне. Одним из главных направлений в области поиска инновационных методов является внедрение в образовательный процесс дистанционных средств, методов и технологий обучения, способствующих повышению его интенсивности, расширению его содержательного компонента,
возможности построения индивидуальной траектории с учетом способностей и мотивационно-ценностной сферы личности. Воспитание любви к родному языку, народному творчеству, национальной культуре, традициям и обычаям достигается на уроках коми-языка. Ключевым в образовании старшеклассников является система подготовки к экзаменам. В помощь ребятам широкий набор элективных курсов, факультативов, курсов по выбору. Вторая половина дня насыщена индивидуальными и групповыми занятиями по различным направлениям деятельности. Духовно-нравственная, общекультурная, общеинтеллектуальная, спортивно-оздоровительная, социальная. В школе обеспечивается возможность широкого выбора маршрутов для учащихся, условий для творческой самореализации детей. В мире существует много всякого волшебства. Просто большинство людей никогда им не пользуются. Они не знают, как это сделать. А мы, по-моему, на пороге открытия. Полагаем, главное тут — повторять. Повторять то, что ты хочешь, чтобы произошло, и самому верить. Тогда волшебство заработает. Слово предоставляется директору Вёдвинской школы Ирине Анатольевне Слободенюк. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать с Ударской земли. Нас слышно, да? Слышно. Очень хорошо. Ну, немножко сегодня расскажу об организации воспитательного процесса в нашей сельской малокомплектной школе. Сельская школа – это центр сельского социума, школа творчества, школа комфорта и самовыражения личности. В малокомплектной школе есть то, что незаметно уходит из крупных сельских школ и давно безвозвратно утеряно в городских. Это атмосфера общего дома, взаимного доверия. Здесь совсем другой мир, где время замедляет свой ход и все совершается неторопливо и степенно. В такой школе обычно нет проблем с учебной дисциплиной, да и в комиссии по делам несовершеннолетних они редкие гости. Не пререкаем здесь и авторитет учителя, ведь добрая половина села – это его ученики. В малокомплектных школах вообще много проблем, но это проблемы, не связанные с обучением и воспитанием подрастающего поколения. Наша школа тоже малокомплектная. У нас обучается 44 ученика и 14 дошкольников. Однако уровень образования не отличается от школ, имеющих статус полных школ. Школа – это не только центр образования для маленьких жителей, но и культурный центр для всего населения поселка. Педагоги успешно совмещают творческую и методическую работу, повышают уровень квалификации на курсах, выступают на районных семинарах, принимают участие во всевозможных конкурсах, рассматривают вопросы об улучшении качества образования детей, постоянно совершенствуя свои знания. Занятия у нас в школе проходят в одну смену. Учебный год разбит на 3 триместра. Режим и условия работы благоприятные для организации эффективного учебно-воспитательного процесса и внеурочной деятельности. Реализация образовательных программ у нас идет по 4 уровням. Это дошкольное образование, начальное основное общее и среднее общее образование. Дошкольники занимаются по программе от рождения до школы. Здесь мы уделяем большое внимание развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья ребят. Обучение в дошкольной разновозрастной группе осуществляется согласно учебному плану организованной образовательной деятельности. Особенность этой деятельности заключается в том, что у нас разновозрастная дошкольная группа, и в ней дети от 1,5 до 7 лет. Поэтому это, естественно, требует от воспитателя особых умений в реализации задач обучения и воспитания.
Особенностью образовательного процесса в начальной школе является обучение в класс-комплектах. Здесь надо сказать, что это обладает рядом преимуществ, потому что малая накопляемость в классе позволяет рационально использовать это в нашей повседневной практической деятельности. В условиях малой школы очень удобно осуществлять индивидуальный подход к учащимся, личностно ориентированный подход. Ученик и учитель просто слышат друг друга. Практическую направленность учебной деятельности учащихся, нравственное, патриотическое воспитание школьника. Эти особенности позволяют организовать учебно-воспитательный процесс на высоком уровне. Но и сложности тоже есть, потому что одновременная работа с двумя классами требует тщательного составления и расписания учебных занятий, чтобы учитель мог на каждом уроке проводить самостоятельную работу с учащимися и младшего, и старшего классов. Поэтому от него требуется большая тщательность, особая тщательность и продуманность в планировании. И также необходимо учитывать правильное распределение классов в класс-комплекты. Обязательными элементами урока является организация самостоятельной работы учащихся одного класса и непосредственная работа учителя с учащимися другого класса. Больше и чаще всего используется комбинированный урок, так как другие виды уроков достаточно сложны в организации, но и в данной ситуации малоприемлемы. Таким образом, управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся класса комплекта чрезвычайно сложная задача, требующая от учителя большого напряжения интеллектуальных и физических сил, высокого педагогического мастерства и профессионализма, особой гибкости в выборе методов, приемов, средств обучения и воспитания. Ведь каждый момент урока он должен реализовать как общее целое, так и его отдельные части, одновременно непосредственно руководить работой одного класса и самостоятельной работой учащихся другого класса. То есть, по сути, он должен готовить к каждому учебному дню в 2-3 раза больше уроков. И в то же время их сочетать друг с другом в единое целое, чтобы был оптимальный тот педагогический эффект, которого мы ждем. В школе, в основной и средней школе учащиеся осваивают опыт исследовательской деятельности и проектирования. Ключевым у нас здесь является система подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В помощь ребятам широкий спектр элективных курсов, факультативов, курсов по выбору. И каждый ребенок у нас имеет возможность выбора того маршрута, который ему необходимо для творческой самореализации. С 2006 года мы начали экспериментальное обучение детей в разновозрастных группах. Причиной эксперимента стало резкое уменьшение количества детей в классах. В ходе экспериментального обучения было проведено исследование эффективности методических систем. Определялась способность детей овладеть учебным материалом в условиях разновозрастного обучения в 5, 6, 7, 8, 10, 11 классах на уроках технологии, ИЗО, музыки, физической культуры и искусства. Мы заметили, что при объединении детей малочисленных классов в общий коллектив работа идет успешнее, поскольку повышается заинтересованность каждого ученика решением общих задач, рождается стремление соревноваться и оказать помощь товарищу в случае затруднения. Это, естественно, позволяет учителю успешнее решать образовательно-воспитательные задачи урока. Но и на педагогов легла в этот момент большая ответственность за осуществление обучения в соответствии с предложенными рекомендациями и за своевременное внесение в эксперимент необходимых изменений. Для решения проблем, которые возникали в процессе организованной практической работы, в рамках методических декад мы проводили открытые уроки, семинары, круглые столы, где происходил обмен опытом. Сегодня, несмотря на трудности в работе, учителя с интересом относятся к эксперименту, анализируют свою деятельность, ищут новые способы и пути обучения. А вы знаете, что творческий подход – это главное условие успешности в работе учителя. При организации работы на таком уроке в разновозрастной группе приходится учитывать и возрастные особенности детей, стимулировать их деятельность, средствами своего предмета решать воспитательные задачи. Родители учащихся проявили интерес к новым условиям обучения, ну и, конечно же, оказали нам поддержку в реализации нашего эксперимента. Этому
способствовала целенаправленная работа, проводимая в школе, ознакомление родителей с содержанием уроков, информирование их об успехах детей, рекомендации по подготовке и выполнению домашних заданий. Мы понимаем, что налаживание правильных отношений между нами и родителями – одна из важных задач и обязательное условие успешного решения поставленных экспериментом задач. В школе наряду с успешными и талантливыми учениками обучается неоднородный по составу, социальной зрелости, материальному положению, мотивам обучения, уровню подготовки контингент обучающихся. Эти дети из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей. Это подростки зоны риска. Педагоги школы, работая в тесном контакте с семьями учащихся и воспитанников, проводя социально-профилактическую работу с обучающимися их родителями по разным направлениям, выполняют сложнейшие психолого-педагогические и реабилитационные функции. Суть взаимодействия педколлектива и семьи заключается в том, чтобы изменить социальную установку подростка. Ну, очевидно, все эти моменты, они связаны с тем, что у нас резко сократились численность учащихся школы, и понятно, что экономические вопросы, которые возникают в нашем государстве, то есть затраты на одного ученика, это очень неэффективно для нашего государства. В соответствии с теми решениями, которые принимаются не только в нашем районе, но и во многих районах нашей республики, малокомплектные сельские школы содержать экономически невыгодно, поэтому их закрывают. Считается, что организация подвоза детей в более крупные школы или обучение в школах-интернатах более выгодно. Возможно, экономически это и выгодно, однако такое решение проблемы малокомплектной школы существенно ущемляет права ребенка и делает его учебу гораздо затруднительней. Ну, этой проблеме мы уделяем достаточно много внимания, поэтому изучаем литературу научно-педагогическую, периодическую печать. И что важно, что все авторы отмечают, что несмотря на экономическую нецелесообразность, необходимо сохранить все-таки наши малочисленные школы на селе. По двум основным причинам. Ребенок учится в более комфортных условиях, рядом со своими родителями, в знакомой ему обстановке. Во-вторых, школа практически единственный институт, который способен сохранить и возродить нашу деревню. Спасибо. Ирина Анатольевна, большое спасибо. Конечно, я думаю, всем, кто сегодня слушал вас, хотелось бы, наверное, поближе познакомиться с опытом работы вашей школы именно у вас на месте, побывав и посмотрев изнутри, как организован процесс обучения, да, в комбинированных, объединенных классах. Вот если вы не возражаете, мы бы с удовольствием рассмотрели вопрос о приезде к вам и проведении такого ознакомительного практического семинара, если ваша школа готова принять руководителей малокомплектных школ из других муниципальных образований, то мы были бы очень вам благодарны. Так что я надеюсь получить от вас согласие на такую встречу. Как вы? Ну, Александра Васильевна, мы всегда согласны за любое сотрудничество, потому что, во-первых, я думаю, что проблемы, они общие, наверное, у всех. А когда эти проблемы обсуждаются и решаются людьми, которые сопричастны с этим, это всегда очень ценно и эффективно. Поэтому я думаю, что мы всем коллективом с радостью примем всех желающих к нам приехать, поделиться опытом. Потому что в режиме все-таки вот таком, как мы работаем сейчас, да, полностью рассказать и посмотреть, да, и пощупать, что называется, руками просто невозможно. Хотя, я думаю, очень многим бы захотелось посмотреть, как в такой маленькой школе и в таких условиях существования, в которых вы находитесь, удается достичь тех результатов, которые ваша школа достигла, в том числе и став одним из победителей, да, призеров конкурса республиканского. В чем я вас поздравляю. Большое спасибо за выступление. Я ловлю вас на слове, и значит мы будем планировать выездное проведение занятия где-то на вашей базе. А программу более конкретную и вопросы мы с вами обсудим. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. А мы продолжаем работу, и я предоставляю слово. Пожалуйста,
Юровой Светлане Валерьевне, заведующей Центром дистанционного обучения Государственного общеобразовательного учреждения Республиканский центр образования. И тема вопроса, которая очень актуальна, я думаю, в том числе для малокомплектных школ и удаленных сельских, а также и школ из удаленных сельских районов, это организация дистанционного обучения в сельской школе. Пожалуйста, Юрова Светлана Валерьевна. Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас от имени Центра дистанционного обучения. И учитывая специфику работы, в общем-то, мы как раз работаем и с малокомплектными школами, и, кроме того, работаем с детьми, которые находятся на надомном обучении. Итак, тема моего выступления – дистанционное образование. Конечно, в рамках одного выступления 15-20 минут не расскажешь всего, что хотелось бы, но, однако, я попробую некоторые вопросы все-таки осветить из опыта нашей работы. Мы с вами прекрасно знаем, что современный мир меняется. От нас требуют как раз и доступную среду, и непрерывность образования. И, конечно же, изменения касаются тех средств передачи информации, которые нас окружают. То есть, да, и на человека, и на учителя, и на школу воздействуют разнообразные новые технологии, да, и мобильные средства связи, и вообще обилие информации. И в рамках вот как раз этой переустройки современного мира мы сталкиваемся с необходимостью дистанционного обучения, когда идет обучение определенными средствами ИКТ и интернет-технологий. Конечно же, вам это все знакомо. И эти технологии, которые мы используем при дистанционном обучении, они так и называются – дистанционные образовательные технологии. Конечно, да, можно их использовать, можно не использовать, да, мы не обязаны меняться, выживание – дело добровольное. Но, однако, правовая база, которая регламентирует нашу деятельность, она уже прописывает реализацию образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Например, это Федеральный закон об образовании. Кроме того, есть приказы министерства, которые регламентируют порядок применения организациями различных дистанционных образовательных технологий и так далее. И непосредственно наш центр, он был создан в 2010 году. С 1 сентября он начал функционировать как Центр дистанционного обучения детей-инвалидов Республики Коми. Мы начали обучение детей из разных уголков нашей республики, которые находились на индивидуальном обучении. И, кроме того, с 1 сентября 2010 года две малокомплектные школы в рамках приоритетного проекта, малокомплектные школы как раз, Ира Йоля, да, и Эбес Ктудинского района, они как базы для организации дистанционного обучения тоже были использованы. В частности, в школе Ира Йоля я до сих пор веду уроки истории, то есть уже 9-й год. Таким образом, обучение продолжается дистанционно. И вот как раз мы видим на этих фотографиях, как это обучение может быть организовано. Конечно же, дистанционное обучение требует определенных условий, да, и мы с вами видим, что это и комплекты оборудования, комплекты оборудования как для организации обучения детей-инвалидов, так и для организации обучения малокомплектных школ. Конечно же, необходимо, чтобы были у детей стационарные компьютеры, и выходим мы следующим образом, что используем классы информатики, в которых это обучение может быть организовано. Если мы говорим о классах, то это, конечно, компьютер так называемого администратора, через который идет уже непосредственная демонстрация самого учителя. Остальные же компьютеры используются индивидуально каждыми детьми для того, чтобы они вели там свою образовательную деятельность. Кроме того, для организации дистанционного обучения необходимо определенное программное обеспечение. Это и сами операционные системы компьютеров, но и кроме того, это, конечно же, образовательная оболочка Moodle, например,
да, на основе которой создаются образовательные ресурсы. И мы видим сейчас перед нашими глазами образовательную среду непосредственно Республиканского центра образования, которая создавалась для обучения детей-инвалидов, и систему образования КРИРО. Но, однако, сейчас в КРИРО происходит изменение и создается единая система дистанционного обучения Республики Коми, на базе которой курсы были размещены, и эти курсы можно использовать очень удобно, с одной стороны, потому что могут заходить на единую систему дистанционного обучения с помощью логинов и паролей детей, которые они имеют в электронном журнале. Это плюс. То есть по паролю, по логину не надо что-то новое придумывать. Но, однако, есть, конечно же, свои особенности. И если эти особенности будут интересны, это тоже может быть отдельная тема для разговора. Ну и, конечно же, для организации дистанционного обучения необходимы сайты, да, на которых будет демонстрироваться та работа, которая проводится. Ну, в частности, я показываю изображение сайта Центра дистанционного обучения, который является для нас очень большим подспорьем. Ну и, как я уже говорила, образовательная среда дистанционного обучения, она очень важна, если мы организуем именно учебные занятия. И причем, конечно же, эта образовательная среда должна быть создана с опорой и на наши программы, на поурочное планирование, и внутри этих образовательных ресурсов должны быть учтены все требования. Все требования к нашим урокам. И, в общем-то, вот здесь вот мы как раз с вами видим, что в рамках одного урока и теоретические вопросы, и задания, и коммуникационный блок, интерактивный, и блок контроля, конечно же, тоже присутствует. Конечно же, это огромная работа. И понятно, что это большая проблема создания этих ресурсов. И чтобы эти ресурсы были лицензированы, да, возможно, здесь возникает вопрос и авторского права. Но так или иначе, вот такие ресурсы были созданы, с помощью которых и ведется дистанционное обучение. Ну, в частности, тоже мы видим с вами слайд, посвященный дистанционному обучению детей-инвалидов. Кроме того, все-таки организуя вот такие дистанционные уроки, очень хорошо отслеживать, если все-таки находится учитель на расстоянии, образовательные результаты учеников, и когда сами ученики тоже видят. Но, однако, дистанционные технологии, они не ограничиваются только образовательной средой. Это все-таки есть различные учебные платформы, сервисы интернета, которые могут быть использованы для организации обучения. Некоторые из них мы сейчас тоже видим с вами на экране. Однако, вот эти цифровые решения, можно сказать, да, которые мы используем, они используются на различных уроках. Это не только математика, русский язык, не только история, не только обществознание, но на самом деле в дистанционной форме можно организовывать даже уроки рисования. Конечно, не напрямую, да, дети рисуют, но, однако, есть много различных образовательных платформ, которые можно использовать. И вот, в частности, небольшой отрывочек урока. Пойдет? Конечно, кстати. Так. Только проверяла, вроде шло. Угу. Не хочет. Так. Ну что ж, уважаемые коллеги, извините. Да, оказывается, и казалось бы, да, проблем... С флешки, да, надо было с флешки, да, не переносить. Угу. Хотя, в общем-то, в самой презентации, она не пересылкой, она внутри презентации была. Кроме того, дистанционные образовательные технологии, они используются не только для учебных занятий, они используются для организации предметных декад, для различных предметных викторин, конкурсов и организация проектной деятельности учащихся, когда тоже и дети-инвалиды, и учащиеся малокомплектных школ, в частности, и школа поселка Ира-Юля, она тоже выполняла и участвовала, и занимала места даже в конкурсе, который КРИРО проводил, создавая вот такие проекты. Кроме того, в
нашей достаточно большой системе интернета есть и республиканские дистанционные мероприятия, и российские мероприятия, в которых мы тоже участвуем. А если мы в них участвуем, то значит мы с дистанционными технологиями тоже имеем дело. Я думаю, что школам, которые находятся на всей территории нашей республики, это, наверное, выход из положения, когда возможности поучаствовать в очных мероприятиях нет. И все-таки, да, достигать каких-то определенных результатов. И отдельно я хотела бы осветить вопрос, это обучение в малокомплектных школах с применением дистанционных образовательных технологий, как вторую стадию проекта, который был начат с 2010 года. Однако в прошлом учебном году Министерством образования нашей республики было принято решение данное обучение организовать с учащимися 9 классов. И в частности участниками проекта в прошлом году это были школы Каркиросского района. У участников проекта, конечно, было немного, 10, 4, 2, 14, это как раз ученики 9 классов школ Визябаш, Необдина, Намска и Усть-Легчима, для которых было организовано обучение по дополнительным программам за страницами учебника математики, за страницами учебника обществознания, за страницами учебника биологии. Главная задача была, конечно же, подготовка учащихся 9 класса к сдаче экзамена, которые по итогам 9 класса они сдают. Итогами реализации этого проекта в прошлом году можно назвать следующее, что по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным предметам основного общего образования рост среднего балла наблюдался в школе Визябажа, в школе Намска и в школе Усть-Легчима. То есть, значит, все-таки положительный опыт присутствует. Конечно же, прошлый год он и проблемы обозначил. Все-таки не хватает материально-технической базы. В школах, к сожалению, компьютерное оборудование не всегда соответствует. Конечно же, низкая скорость интернета. С этой проблемой мы сталкиваемся и в этом году, когда из-за низкой скорости интернета в хорошем качестве организовать обучение, конечно же, очень сложно. Да, и почти, в общем-то, нельзя. Ну и бывает, что проблема в самом взаимоотношении непосредственно самих малокомплектных школ и уже, может быть, учителей непосредственно республиканского центра образования. Но для того, чтобы эти проблемы решить, в 2018-2019 году был выработан определенный план. Прежде всего, он касался определения мест, с которыми будет взаимодействие. Это Усть-Вымский район, это Сысольский район. Был выбраны школы. Кроме того, был составлен план-график. Ну и кроме того, были организованы личные встречи, то есть непосредственно руководство Республиканского центра образования выезжали на места, не как и в управление образования, так и в сами школы, когда приглашались ученики, приглашались родители, происходило согласование и определение задач, для чего мы это делаем. Что мы хотим добиться. И определение, что цель-то у нас общая. Кроме того, были проведены тестовые уроки, подготовлена заявка в КРИРО на добавление на курсы учителей, потому что учителя должны, конечно, иметь возможность редактирования ресурсов. Ну и с 1 октября начались занятия по расписанию. О итогах, конечно же, каких-то пока говорить рано, еще только месяц ведутся занятия, но будем надеяться, что 4 школы, которые в этом году участвуют в проекте, это школа Усть-Вымя, Казлуга и Первомайского Пыелдина, нам какой-то результат дадут. Таким образом, подходя к завершению своего выступления, я бы хотела обратить внимание, что все-таки дистанционные формы обучения, дистанционные технологии достаточно широко можно использовать, особенно когда это касается отдаленных школ нашей республики. И не только, конечно, отдаленных, но и школ, которые находятся и в городах. Конечно, серьезная задача стоит перед самим учителем, кто использует дистанционные технологии, потому что учителю нужно перестраивать свою деятельность, что-то новое придумывать и в новую для себя действительность включать как и себя, так и учеников.
То есть получается, как учитель становится таким специалистом по педагогическому дизайну. С одной стороны, конечно же, дистанционные технологии не сами по себе важны, а для того, чтобы и доступность, и мобильность, технологичность, творчество, это все было реализовано. Но опять же, еще раз остановлюсь, проблемы остаются, которые, будем надеяться, будем решать. Тем более, что министерство на форуме, который недавно был, обещали, что скорость интернета будет во всех школах, в том числе в сельских, к 2000-2001 году достаточно. Ну, посмотрим. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Светлана Валерьевна. У меня такой вопрос к вам. Правильно я понимаю, что основные проблемы, которые, в принципе, необходимо решить для того, чтобы дистанционное обучение все-таки охватывало больший, да, контингент малокомплектных школ, это прежде всего создание материально-технической базы в самих школах, да, для того, чтобы они могли с центром работать, и, соответственно, подготовка педагогических кадров для такой работы на местах. Да, совершенно это задача, верно. которую должно решать наш Институт развития образования. Ресурсные центры, конечно, могут создаваться и в районах, они обязательно с Сыктывкара, потому что... Ну, я думаю, что, в принципе, муниципалитеты, наверное, должны сами вот этот вопрос решать, чтобы какие-то ответвления ваши, да, такие ресурсные центры для организации дистанционного обучения были в муниципалитетах, то есть ближе к местам. Конечно. А вы как уже региональный как бы центр, который курирует, координирует эту работу. Но задача остается, это материально-техническая база, да, и кадровая подготовка кадров. Но будем надеяться, что раз проблема поднята, и сейчас мы видим, что вопрос как бы уже начал двигаться, решается, и вы теперь работаете не только с детьми-инвалидами, да, а новое направление работы с малокомплектными школами осваиваете, тем более, что действительно вопрос о скорости интернета рассматривался, и мы надеемся, что это будет проблема решаться. Возможно, мы будем расширять, да, я так понимаю, и Республиканский центр образования, это его функциональная обязанность, я так понимаю, обозначенная, да, нашим правительством Республики Коми. Спасибо большое. Спасибо. Ну, и, спасибо. И у нас остался еще один вопрос. Я приглашаю в студию Маргариту Александровну Дубня, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Зеленецкая средняя общеобразовательная школа Сыктывдинского района. Пожалуйста, Маргарита Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу немножко сегодня из опыта работы нашей школы, нашего педагогического коллектива. Итак, в каждой школе разработана школьная система оценки качества образования, которая определяет деятельность администрации и педагогического коллектива школы по сбору информации и принятия правильных правительственных решений для повышения качества образования. Так вот, несколько с ней аспектов расскажу, может быть, вас заинтересует, как мы работаем именно вот в этом направлении. Значит, созданы локальные акты, то есть есть своя нормативно-правовая база, как вы видите на слайде здесь. Несколько локальных актов. Естественно, в школе у нас их много, но эти именно локальные акты определяют реализацию внутришкольной системы оценки качества образования. И, в общем-то, на сегодня я хочу сказать, что они являются, эти локальные акты, руководством действий не только для администрации школы, но и для всех педагогов нашей школы. И поэтому мы уже несколько лет назад создали навигатор по локальным актам. Значит, и мы знакомим учителей с изменениями, которые происходят у нас, допустим, в нормативно-правовой базе, да, вот обратите внимание здесь, да, например, допустим, мы пишем, довели до учителей, какие у нас есть названия, есть локальные акты, краткое содержание, где они могут воспользоваться, да, и самое главное, на что обратить внимание, ведь не каждый учитель может найти время перечитать все локальные акты снизу доверху, согласитесь, да, у них есть своя работа. И в этом навигаторе, еще хочу сказать, у нас имеется, мы, вернее, как бы закидываем нашим учителям ежегодно план школьного контроля. Вот, и опять же, учителя уже готовы, значит, к проверкам администрации школы, да, в общем-то, что нам нужно ожидать и какие цели проверки. Далее, не секрет, что когда мы разрабатываем любые локальные акты, особенно вот в рамках реализации закона об образовании, да, были локальные акты разработаны, может быть, в таком вот быстром режиме, да, и вот теперь мы пересматриваем и замечаем, что в локальных актах допускается, может быть, допустим, какие-то неточности, некорректные формулировки, например. Далее,
меняется законодательство само. И поэтому вот мы создали в прошлом году, реализуем проект «Нормативно-правовая база в условиях реализации образовательной программы школы». И на самом деле у нас рабочая группа плотно проработала и в прошлом учебном году, и в этом году мы работаем. И, в общем-то, приводим, как мы считаем, да, может быть, в нормальное состояние нашу нормативную правовую базу, в том числе и локальные акты. Ну вот я хочу остановиться, может быть, то, что может вас сегодня заинтересовать из опыта нашей работы. В прошлом учебном году... Да? Хорошо. В прошлом учебном году, значит, управление образованием утвердила модель управления качеством образования. И каждая школа Сагдалдинского района, каждая школа разработала свою дорожную карту управления качеством по результатам. В общем-то, и педагогическим советом в прошлом учебном году на августовском педсовете мы утвердили прогноз показателей. Основывались на положении школьной системы оценки качества. Вот тут вы видите на слайде, да, все критерии, показатели, индикаторы мы составили на основе положения о школьной системе оценки качества образования. Проводили мониторинг результативности обучения, обсуждались проблемы на совещаниях при директоре, педсоветах, заседаниях методобъединений и принимаются управленческие решения. И что хочу сказать. Так, потом я вернусь. Вот, обратите внимание, если тут я показала не все результаты, да, допустим, где мы достигли каких-то, может быть, там достижений, да, но самое главное, значит, у нас, если в 2017 году качество обученности было 40%, прогнозировал коллектив на 41%, мы вышли на очень высокий результат для нашей сельской школы, да, 45%, ну, где обычные учащиеся со своими плюсами и минусами, да, у нас намного меньше стало условно переведенных, чем прогнозировали, второгодников меньше, да, и на самом деле, если сравнивать, тут нет таблицы, да, но если сравнивать как участие наших учащихся в олимпиадах, то, значит, если в 2015 году было у нас 15 призеров-победителей, чуть побольше было, может быть, в 2016 году, а вот в 2017-2018 году у нас было 29 призеров и победителей на муниципальном уровне, в олимпиадах на муниципального уровня. Далее, намного стало участников больше конкурсов различных уровней. Далее, наши дети очень успешно были подготовлены учителями к участию во всероссийских проверочных работах 4, 10, 11 классы. И намного лучше дети справились с основным экзаменом 9-классники, чем прогнозировали. 2 медалиста в нашей школе за прошлый учебный год, прогноз оправдался. В то же время хочу показать, вот вы здесь видите опять же, да, и прогнозировали мы, принимали, значит, какие-то цифры. Ну, в общем-то, на прошлом учебном году у нас и качество обученности в 5 классах, и уровень тревожности в 5 классах также не оправдал прогноза. Участие в ВПР 5-6 классах было ниже, чем мы прогнозировали. Средний балл в целом на ЕГЭ также был ниже. Не было призеров, кстати, не первый год, и победителей олимпиад на уровне республики. Вот в этом учебном году мы поставили себе задачу таки добиться и, может быть, хотя бы выставить несколько таких участников, если получится, выиграть на муниципальном уровне. Нет участников ПНПО. И возвращаясь обратно к предыдущему слайду, хочу сказать, если мы очень осторожностью прогнозировали в прошлом учебном году результаты обучения и вообще по всем аспектам, то в этом учебном году мы пересмотрели, значит, это положение школьной системы оценки качества. И на этот учебный год мы, в общем-то, разработали новый прогноз результатов. Так, сейчас я, может, дальше пойду, не здесь это. Новый прогноз результатов. В общем-то, мы взяли по всем, по всем критериям, и по качеству результатов, и по процессу, и по созданию условий. Вот, и вот здесь вы видите на этом слайде, да, сейчас я тихонечко покажу, да, допустим, вот, не спеша, вот, допустим, здесь вы видите, что мы прогнозировали, выделено черным шрифтом, что уже в прошлом году прогнозировали, вот какие показатели, да, и чего достигли, чего мы не достигли. А вот, например, вот такие вот пустые клеточки, вот посмотрите, вот, например, вот здесь, сейчас дальше покажу далее. Вот, допустим, да, на самом деле в прошлом году мы не прогнозировали, не отслеживали, вернее, метапредметные, отслеживали, но не прогнозировали метапредметные результаты с 1 по 10 класс. То же самое не отслеживали, не прогнозировали личностные результаты, допустим, адаптация учащихся 5 классов, 10 классов и так далее. Значит, то есть, получается, мы в этом году увеличили, значит, получается, прогноз результатов по всем направлениям деятельности нашей школы. И хочу теперь сказать, остановиться, вот, может быть, ну, это может быть не такое новшество, и тем не менее очень нам сопутствует для достижения
именно учителей и достижения каких-то видов деятельности учащихся учителей грант качества с признанием. Реализуем данный грант мы, наверное, в течение уже 5 и то и более лет. Да? И цель нашего гранта – создание условий для мотивации детей и педагогов на достижения в различных сферах деятельности. Ну вот здесь видите задачи. Самая главная задача, я считаю, так, что здесь это развитие ключевых компетентностей личности – учебной, коммуникативной, информационной и так далее. И надо сказать, что когда мы разрабатывали этот грант признания, грант качества признания, да, может быть, у нас была номинация, может быть, 12, либо там, ну, может быть, 12-15 номинаций. И постепенно из года в год номинация у нас меняется, то есть они меняются как увеличиваются, поскольку мы привлекаем здесь и не только, допустим, учителей и учащихся, и даже родителей, да, и вот эти вот черным шрифтом опять выделены, это те номинации, которые появились последние 2 года. Интеллектуал года, яркая звезда школы, активист года, открытие года, лучший кадет, ударник года и так далее. И вот вы видите, «Семья плюс я» – это тоже как бы новая номинация, здесь мы привлекаем для участия в наших конкурсах и так далее наших родителей. И вот вы здесь как раз видите, как у нас проходят, допустим, вот такие конкурсы проходят: лучший мол года, ученик года и так далее. И формы реализации этого гранта самые-самые разные. Посмотрите, мы проводим для определения победителей и конкурсы, презентации, портфолио. Это все ясно в ваших школах проводится. Рейтинговые показатели, фестиваль открытых уроков, семинары, наблюдения по карте оценки, творческие отчеты и накопительные оценки. Так, здесь общешкольная линейка для начальных классов, подводятся итоги. И, в общем-то, по любой номинации этого гранта признания разрабатывается, либо разработан, либо разрабатывается положение. И в том числе, значит, всегда мы применяем какие-то меры материального и морального стимулирования. И, в общем-то, это является очень-очень хорошим подспорьем для того, чтобы, например, сподвигнуть и учителей, и учащихся для участия в различных конкурсах. И сегодня мы гордимся, что плотно работаем с главой из нашего сельского поселения Зелень в течение многих лет, да, и отличники учебы по итогам года получают премию главы на первой линейке, посвященной Дню знаний. И, в общем-то, на сегодня будете вот здесь вот еще можете посмотреть. У нас есть такие поощрительные стенды, отличники учебы, например, допустим, вот видите здесь, да, у нас есть своя газета, выпускается флешка. Здесь тоже могут найти в статье отражение достижения учителей, в статьях отражение достижения учителей и учащихся. Так, итоги подводим. Итоги участия по номинациям гранта признания на школьных линейках в конце учебной четверти учебного года. Ежегодно проводим, позапрошлом году мы отмечали юбилейный публичный отчет директора школы. Мы всегда проводим на уровне села, в нашем сельском доме культуры. Значит, там тоже подводим итоги участия учителей, учащихся в школьном гранте признания, на творческом отчете. И, в общем-то, у нас в нашей школе есть кадетское движение, которое, мне кажется, принимает такие хорошие обороты. И вот именно на праздниках, посвященных кадетскому движению, это посвящение кадеты, кадетский бал, наши кадеты также получают по своим номинациям, номинируются тоже самые лучшие кадеты. Мы проводим и открытие, и закрытие школьной спартакиады. Малая Спортландия – это, естественно, понятно для начального звена, учащихся начального звена. И Спортландия – это для учащихся с 5 по 11 класс. Также подводим итоги по спортивным достижениям на общешкольных собраниях. Вот здесь как раз видите, мы когда подводим линейки по итогам четверти, вот, бывает, на сцену приглашаем всех учащихся, либо, допустим, они все наши номинированные дети встают со своих мест, и поэтому, в общем-то, они гордятся тем, что они участники многих-многих конкурсов, мероприятий в нашей школе. Ну вот и тут как бы акцентирую ваше внимание на нашем кадетском движении. Сегодня кадетское движение является для учителей и для учащихся нашей школы является большим подспорьем, наверное, именно для получения каких-то новых достижений, не только в физическом отношении, но и даже в интеллектуальном, поскольку кадеты – это и есть кадеты. Кадетский бал. Здесь видите. Так, ну и заканчивая свое выступление, хочу сказать, опять же, возвращаясь, может, к началу своего выступления, внутришкольная система оценки качества не даст никогда никакого сбоя, если на самом деле подойти, может быть, даже нестандартно к этому, да, и проводить свои управленческие действия по алгоритму. Это собирать информацию, проводить проблемно-ориентированный анализ,
значит, ставить цели перед коллективом, мотивировать к достижению поставленных целей, диагностировать условия, ресурсы, прогнозировать, программировать и получать новый какой-то результат и проводить следующую коррекцию, регулирование и контроль. Спасибо, Маргарита Александровна. Уважаемые коллеги, я думаю, что опыт Зеленецкой школы достаточно интересный. Мне вот, например, очень понравилось, да, я даже для себя так заметку сделала, что можно будет поближе познакомиться с вашим опытом работы в этой сфере, поскольку действительно качество образования один из самых сложных вопросов в управлении школой. Сложный, достаточно серьезный вопрос, а для сельской школы это актуально, потому что качество образования должно на сегодняшний момент быть таковым, в том числе в сельской и малокомплектной школе, которая обеспечит возможность или создаст равные условия для выпускников школы, да, для продолжения своего обучения и вообще для будущей жизни, для реализации собственных личных интересов, планов. И это очень важная задача, конечно, задача администрации любого образовательного учреждения, вне зависимости, где оно находится, обеспечить, да, такие возможности, равные по окончании образования на той или иной ступени. Я думаю, что те из вас, уважаемые коллеги, кого опыт Зеленецкой школы заинтересует, тоже могут напрямую обратиться и в школу, да, и школа с удовольствием поделится своим опытом, она всегда готова принять, очень открыта школа Зеленецкая для общения, для того, чтобы свой опыт тиражировать, транслировать и, соответственно, и перенимать какие-то, да, знакомиться с опытом, который можно у себя на почве реализовать и других образовательных организаций. На сегодня наша с вами встреча заканчивается. Мне бы очень хотелось обратиться еще раз к вам, что понимаю, что еще раз такой вот режим работы не совсем, может быть, всегда вас устраивает, и, возможно, хотелось бы работать иногда в режиме вопросы и ответы. И вот мы хотим следующую нашу встречу провести таким образом, что кроме выступлений, которые запланированы, связанные с организацией финансовой деятельности образовательных организаций, где будут присутствовать специалисты Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, курирующие и занимающиеся этим направлением. И часть времени следующего нашего собрания мы посвятим именно или проведем в режиме вопрос и ответ. Поэтому, пожалуйста, уважаемые директора, продумайте для себя, какие четко вопросы вы хотели бы задать в связи с переходом и внедрением новой системы оплаты труда, новое положение, да, постановление правительства в связи с внесением изменений, да, какие-то, если у вас накопились к сегодняшнему моменту вопросы, вот декабрьская встреча наша пройдет в таком режиме и постараемся на эти ваши вопросы ответить. Ну а сегодня всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всего доброго.